Пожизненное заключение. Именно такой срок получил Фарух Тажибаев. Сегодня в Верховном суде Татарстана огласили приговор. На прошлой неделе присяжные признали его виновным в похищении, изнасиловании и убийстве 8-летней Василисы Голицыной. И вроде точка в деле поставлена, однако сторона защиты намерена обжаловать решение. Меня 3 раза вывозили на место, где лежит труп. Но я до сегодняшнего дня, когда я видел только на фотографии этот труп. Это выступление Фаруха Тажибаева еще даже не начало судебного процесса. После такого предисловия стало ясно. Заседание обещает стать громким. Хотя все эти 4 недели из зала Верховного суда не было слышно ни одного лишнего шума. Процесс был закрыт для СМИ. И вот единственное, на что допустили прессу, это оглашение приговора. Признать Тажибаева Фаруха Хакимджановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Б части 4 статьи 132 УК Российской Федерации, пунктом Б части 4 статьи 131 УК Российской Федерации, пунктами ВК части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание. По пункту Б части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации 12 лет лишения свободы. По пункту Б части 4 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации 12 лет лишения свободы. По пункту ВК части 2 статьи 105 УК Российской Федерации пожизненное лишение свободы. Оглашение приговора сегодня началось в 2 часа дня. Челнинские следователи, которые расследовали похищение, изнасилование и убийство 8-летней Василисы Голицыной, следили за судебным процессом. В среду во время прений гособвинитель наставил только на пожизненном заключении. По преступлениям, которые совершаются такими зверьми в отношении малолетних детей, тем более педофилами, мы ни о чем не договариваемся. И договариваться не могли с Тажибаевым. Было только одно решение – его пожизненное лишение свободы. Убийство Василисы Голицыной стало одним из самых резонансных преступлений этого года. Она пропала 2 февраля, ушла из школы, но так и не вернулась. На ее поиски вышли тысячи добровольцев, которые видели только одну фотографию девочки. На 3-й сутки подозреваемый в похищении был задержан. Тело девочки нашли 6 числа, на место указал сам Тажибаев. Его адвокат настаивал, что девочку правоохранительные органы нашли еще 5 февраля, а самого Фаруха заставили признать вину. Однако доводы гособвинения в суде оказались сильнее. В суде были эти доказательства предъявлены, что присяжные, они в течение часа ответили на все вопросы, а их был не один десяток, и на все вопросы ответили утвердительно, что Тажибаев виновен по всем статьям. По закону решение можно обжаловать в течение 10 дней, но Юрий Удовенко не стал медлить и уже написал заявление в Верховный суд России. Обжаловать решение присяжных невозможно, поэтому адвокат будет настаивать на пересмотрении приговора. Он настаивал на том, что приговор постановлен, как бы вам сказать, я вам не могу сказать, на чем будем настаивать, на том, что на отмене этого приговора. Доводы следствия были сильнее, то есть нам не удалось доказать, что представленные следствием доказательства являются недопустимыми. Дело по убийству Василисы Голицыной стало самым резонансным событием. Такое внимание общественности к событию можно сравнить только с делом 29-ников и других крупных преступных группировок. И сам суд, естественно, тоже стал громким. Теперь все ждут продолжения. Ведь родственники Фаруха Тажибаева, в частности его брат Анвар Тажибаев, уже объявил, что семья намерена бороться и дальше. Альбина Минибаева, Дмитрий Рачеев для программы «Новости».